Съезд фермеров республики завершился в Якутске. Руководители сельхозпредприятий обсудили проблемы, связанные с животноводством и растениеводством, поделились положительным опытом и наметили планы на будущее. С чем приходится сталкиваться работникам сельского хозяйства, расскажет Юлия Михайлова. Острых вопросов за 2 дня работы съезда озвучено немало. За 15 лет поголовье крупного рогатого скота сократилось на 34%, на 48% поголовье коров. Соответственно, уменьшились надои молока. Ежегодно в республике заготавливают не больше 38-39 тонн молока. Рекорд в 40 тонн в 1999 году пока не удалось превзойти. Переломить ситуацию к лучшему призваны различные формы господдержки. Например, 5-й год начинающим фермерам и семейным фермам выдают по конкурсу гранты на развитие производства. В этом году сумма приблизилась почти к $500 миллиона рублей. В прошлом году поддержали семейные фермы на 310 миллионов рублей. За 4 года гранты Минсельхоза получили 155 семейных ферм. Но не все могут участвовать в подобных конкурсах. Например, на частичное возмещение затрат на технологическое оборудование молочной и мясной продукции могут рассчитывать только кооперативы. А одно из успешных предприятий республики имеет другую форму хозяйствования. Предприятие занимается переработкой молока, заготавливает корма, варенье, сиропы из дикоросов. Конечно, хотелось бы, чтобы эта программа работала независимо от фонда собственности во всех перерабатывающих предприятиях, да? Между тем, каждая копейка для таких предприятий не лишняя. Ведь задолженность перерабатывающих кооперативов по налогам на сегодня составила 40 миллионов рублей. А тут еще нужно успевать перестраиваться под новые требования. С этого года вступили в силу новые технические регламенты Таможенного союза. Работники заготовительной и перерабатывающей промышленности провели отдельное совещание. Таких предприятий в республике 58. Если с молоком все более-менее в порядке, то у сдатчиков мяса возникли трудности. И это может привести к дефициту местной мясной продукции. С этого года заготовка мяса должна производиться строго в забойных цехах. Таких цехов на всю республику 9. И этого явно недостаточно. Только к 2020 году должно появиться еще 50 забойных пунктов. Должен пройти ветеринарный анализ и надзор. Вот это самое большое требование. Не все показывали ветеринарному надзору. Но сейчас, вы сами знаете, очень много болезней по животному происхождению. Не только мясо, по всем разным видам продукции. Несмотря на множество проблем, сельские труженики смотрят в будущее с надеждой. А ведь как иначе, если то, чем они занимаются, было, есть и должно быть в будущем. Юлия Михайлова, Иван Семенов, НВК «Саха».